Здравствуйте, дорогие друзья! За эти несколько дней у нас произошло много событий. Есть новости хорошие, есть, к сожалению, и не очень хорошие. На прошлой неделе мы были в клинике Сконни, и нам назначили операцию на 2 апреля, на вторник. Операция очень сложная, да, очень много проблем у Кони по здоровью. Да, нам страшно, но делать нечего. Операция нужна обязательно. На оплату мы, к сожалению, так и не собрали всю сумму. И это тоже наша головная боль. Мы хотим вас познакомить с нашим Тофи. Как он попал в холодный вольер якутского отлова, нам неизвестно. Он был самым маленьким в нем и стоял на задних лапках, чуть выглядывая и просунув свой носик в решетку. Конечно же, его надо было спасать. Забрали мы его в тот же день, но у него уже была потрепана шерстка и порвано ушко. Он очень боялся и людей, и собак. Тофи был очень худенький. На передержку мы его привезли уже с сильным кашлем. На следующий день, посетив клинику, выяснилось, что у него еще и коронавирусный энтерит. Мы его очень долго лечили и восстанавливали. Не тофик, ты катастрофик. Да, шел себе раз. Кофе? Бесится. Конечно, зубит. Ты бы еще раз колупал. Хулиган, 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 хулиган. Скамба вообще с такими слюнями выпустили. Я уже вытирала несколько раз. Уже вон вся пеленка мокрая. Сменные 2 пеленки. Вообще жесть. Как бы не сняли нас из-за этого. И вот 1 апреля он прилетел в Москву, в новую жизнь. Все самое страшное и плохое теперь позади. Вот, хороший ребенок уже на улице. Ошейничек я затянула чуть побольше. Все, на поводочек. И сейчас мы с ним будем гулять. Да, крохотка? Крохотка. Ну что, ну что, ну что? Уже не бойся. Уже все хорошо. Пойдем гулять. Сам выпрыгнул из бокса. Вот бокс. Да, все, ты на уличке. Да, ребенок. Ой, такая мордаха, как будто ему месяца 4-5. Зайка. Бедный заглатывает аж, не жуя его. Ну, давайте так. А 4 апреля у нас планируется большой вылет, и без вашей помощи нам никак не справиться. Мы будем благодарны любой сумме. Маленькой помощи не бывает. Таких вот шипзиков подкинули. Вчера с работы приехала. Вон, коробка стоит возле гаража. Малявочек таких. Куда их девать, не знаю. Их 7 штук. Раз, два, три, 4. Ну, не знаю даже какой возраст. Водичку тоже пьют. И водичку пьют. Сухой корм едят. Вообще какие-то все разные. Такое ощущение, как будто у них и родители разные. Коробку со щенками в мороз минус 40 поставили возле гаражей. Это случайность, что их, уже полуживых, увидела неравнодушная женщина. Вот как! Вот такие мордочки. Это те там такие мордочки сидят. Те такие головки. Вот как опять тетка приехала, зуб уколола. Зуб уколола, мы боялись. Вот какая противная тетка, уезжает сюда. Мы с мамочкой будем. Где мамочка наша? Где наша мамочка? Вот она, вот она, вот она. Очень там интересно. Одну кормят, а носики торчат. А что тут Глаз такой. А что тут есть? Да, подкрадываются. Слишком много к ним внимания. Так смешно на жопе сидит. Да голова нет, на меня потолке. скажет, это ходит, нас колет. Колет зубу нам.
3 самых смелых, которые не Тряслись побоялись. сегодня. Тряслись сегодня. А то хоть... Вот, блин, ломанулись, а кто-то... Ну все, тогда мы все побежали. 3 из малышей уже улетели в Питер. А вот 4 должны прилететь в Москву. Нам очень нужна ваша помощь, друзья. Без вас этот прилет может не состояться. Пожалуйста, кто сколько может. Помогите улететь нашим спасенным от гибели. Байта сдали в отлов совсем малышом. Ему не было и 2 месяцев. Их было 3, никому не нужных, маленьких крох, которых мы вытащили из этого страшного места. Малышата были все разные и очень милые. 2 из 3 заболели, в том числе и Байт. Его дружочек, к сожалению, не справился с болезнью и умер. Байтик оказался сильнее. Он очень долго лечился от парвовируса. Ездил каждый день в ветклинику на капельницы, анализы и, слава богу, выжил. Байт очень умный пацан. Любит смотреть телек. Сразу сообразил, для чего ему стелят пеленочки. Он предводитель в играх и исследованиях всего нового. Время лечения закончено, хотя он еще немножко слабоват, но мы готовы уже отправлять его в Москву в новую счастливую жизнь. Смотритесь к нему, он невероятный, он замечательный и очень добрый и ласковый. Байт одарит вас любовью и станет самым верным другом. Сейчас мы определились, что 4-м полетит у нас Байрон. О нем мы тоже расскажем, но уже по прилету. А сейчас мы очень просим всех, кто смотрит этот ролик, помогите ему улететь из Якутска. Пожалуйста.